Слово для выступления предоставляется представителю Министерства юстиции Джаманкулу Азамату Маратовичу. Здравствуйте, уважаемые судьи, уважаемые присутствующие. Разрешите вкратце озвучить позицию Министерства юстиции по рассматриваемому делу. В Кыргызской республике судьи пользуются определенным иммунитетом и гарантиями для обеспечения их независимости и беспристрастной деятельности. Так, в соответствии со статьей 96 Конституции, а также статьей 32 Конституционного закона о статусе судьи, привлечение судьи к уголовной ответственности допускается согласие Совета судей. Для получения согласия судей для привлечения к уголовной ответственности при наличии достаточных оснований после регистрации в Едином реестре преступлений генеральный прокурор вносит в Совет судей представление о получении согласия для привлечения судьи к уголовной ответственности, в котором указываются обстоятельства дела, статья Уголовного закона и статья, в которой подрывается судья. Глава 56 Уголовного процессуального кодекса предусматривает особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении судьи. В соответствии с нормами частей 1 и 2 статьи 96 следователь вносит генеральному прокурору ходатайство о привлечении к уголовной ответственности должностного лица. И генеральный прокурор, рассмотрев материалы уголовного дела и при наличии достаточных доказательств, дающих право для основания для привлечения лица к уголовной ответственности, вносит представление о даче согласия для привлечения должностного лица к уголовной ответственности соответствующему субъекту. Согласно статье 95 УПК, привлечение судьи, в том числе экс-судьи, к уголовной ответственности допускается согласие Совета судей по представлению генерального прокурора. Для получения согласия для привлечения судьи, в том числе экс-судьи, к ответственности, генеральный прокурор вносит в Совет судей соответствующее представление, в котором указывается обстоятельства дела, статья Уголовного кодекса и так далее. Исходя из вышеизложенного, следует, что внесение представления для привлечения судей или экс-судей к уголовной ответственности допускается только при наличии достаточных доказательств, дающих основания для привлечения судьи к уголовной ответственности. Также следует отметить, что Конституция, статья 96, дает гарантию судьи именно в части привлечения его к уголовной ответственности, что и прописано в соответствующих нормах Конституционного закона о статусе судей и Уголовного процессуального кодекса. Вместе с тем, согласно статье 144, досудебное производство осуществляется в форме доследственной проверки и следствия. Досудебное производство начинается с момента внесения в единый реестр преступлений до направления дела в суд, прекращения уголовного дела, либо отказа в возбуждении уголовного дела. Согласно пункту 56 статьи 5 Уголовного процессуального кодекса, доследственная проверка – это стадия досудебного производства с момента регистрации заявления или сообщения о преступлении в едином реестре преступлений до принятия решения о возбуждении уголовного дела, либо отказе в возбуждении уголовного дела. Таким образом, учитывая, что Конституция предусматривает особый порядок привлечения судей к уголовной ответственности, считаем, что обозначенные нормы не противоречат Конституции. Гульнар Султанбековна, у вас есть вопросы? Нет вопросов. Министерства юстиции. Самат Кыштыбекович. Нет вопросов. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Нет вопросов. Присаживайтесь. Объявляется перерыв на 15 минут.